Soylarına bekma
Привет, друзья! С вами Одинокий Джейс. Я начал, у меня стала традиция, доброй традицией начинать свой ролик, репортаж, как оно можно назвать, с чеченской песни. Сегодня я решил совместить старое с современным. И вот эта первая песня была «Терки», про реку Терек, и вот вторая песня была с Атисом во время, была, скорее всего, сочинена во время одних чеченских войн. Первый, второй, я не знаю, вот я его слышал в конце 90-х, может, это первая чеченская война, может, и в начало второй чеченской войны. И вот это исполнение Халат Шаева вообще очень неземной ангельский голос. И песня, хотя она посвящена парню, и когда тема, она такая романтичная, по-моему, там трагические нотки, но оно имело другой смысл. Вот для меня, молодого парня, когда я находился в Грозном и находился в подвале под этими бомбежками. Для меня эта песня, вот эта последняя, которая с Атисом, чеченская песня с Атисом, Халат Шаева, вот она имела именно для меня парня, а не такой романтический смысл, потому что я находился под бомбежками, и я вот, можно ее передать девушке, парень, может, вот в романтическом русле. Парень, который мечтающий о мире, о мирном голубом небе, над головой о другом. Матерь, которая ждет своего сына с фронта, другой. У каждого было вот это свое, вот это, но эта песня именно рожденная в муках, страданиях. Вот она вот трагичная, вот она нотка трагичности, хотя она как бы романтичная песня, и песня о любви, но она для каждого человека она по-своему звучала. Вот для меня, молодого парня, она звучала как бы одежда, как бы сказал бы, как бы одежда. Для меня она была отлучком одежды в этом темном царстве. Я, знаете, не дай Бог пережить то, что пережили чеченцы. Вот вам, мужчинам, это не понятно, конечно. Мы не имеем вам никаких претензий. Я понимаю, что очень сложно. Вот мы веками, наши государства, республика, образовались годами, десятилетиями. Вам только 30 лет, и вам, конечно, очень сложно начинать все с нуля. Вам хочется по-легкому, по-быстрому. И где-то там стащили, где-то тут стащили. Понятно, это стащили, вот это. Я делаю вам, знаете, я не имею ничего против вас. Вот сделал, но вы заявлять, что, знаете, вот это у нас вот исполнители, которые, я хочу один день, все чеченские исполнители, чтобы понять, какая у нас культура, какой у нас в этой истории. И понятно, мы где-то что-то взяли, кто-то переделали, там скопировали, вот это, ну понятно. Но утверждать, что чеченцы не существует, что чеченцы ничего в Кавказских войнах не участвовали, что Чечня это ничего, это мы, вообще великий народ. Речь об этом, только об этом. Если вы это они утверждали, вы же соглашаетесь с этим. Ваши правоохранители, этих людей-провокаторов, они задерживают, они арестуют, они сидят в вашем буфете, Совете ТЭПа, везде, это Бузуртанов, вот это, везде Танзила Чабриев, везде они сидят, все вот эти профессорши, учителя истории, вот, по вашим Магасу ТВ, по телеканалу Ингушетия, это видно все. И вот на ровном месте вы придумываете эти сказочки. Вот речь об этом. То, что мы, чеченцы, вы, ингуши, мы когда-то были одним народом, одним целым.
Мы называемся нахским народом, войнахским народом. И, конечно, у нас общая история, общая культура, общие традиции. И все общее. Не было между нами границ, так как мы братские народы. И вот это, почему вы, вот это, моя претензия к вам только одно. Почему вы оскорбляете нас, чеченцев? Почему унижаете наше человеческое достоинство? Мы пережили, мы страдали. Представляете, мне что, нам это, вам это смеется, вам это радостно, вы это, чеченцы, это, то. Знаете, для нас как это тяжело воспринимается. Если это не было духа чеченского, вон 300 тысяч чеченцев отдали свои жизни за то, что мы сохранить человеческое достоинство. У вас этого достоинства нет. У вас нет ни чести, ничего у вас нет. Вы это оцениваете грусть цену. Главное для вас вот это свое. И понятно свое, вы в своем этом варите, понятно, вы спешите куда-то. Вам очень сложно вот это. Вы лентяи, крохоборы, потому что вот не хотите ничего создавать. Хорошо, вы великие нации, ингуши. Хорошо, 500 тысяч человек, это очень большая. 300 тысяч рабочих рук у вас. От молодых 13-летних, 14-летних парней, даже 10-летних можно включить туда. Вот, можно, знаете, все, что вы хотите, вы можете, как мы в Чечне сделали это, вы это можете чудо совершать. Нет, вы не хотите, вы хотите легкие пути. Вы все чеченское, вот, это же легко, не надо создавать, не надо сочинять, надо вот это. Понятно, вы взяли, мы это раньше молчали. С чеченгуши это вы жили с нами, вы по чуть-чуть это крали, все вот это, все себе это переписывали. Молчим. Ну вот сейчас ваше утверждение, что чеченцы народ такой не существует, существуют ингуши, а чеченцы это приложение к вам, ингушам, вот это мы не можем на это согласиться, это принять, поэтому вот я не живу в Чечне, и я не говорю мнение о всех чеченцах, я от себя, от лично своего имени. И мне очень тяжело, обидно, конечно, все это видеть, все это слышать. Вам, ингуши, а не стыдно? Вот даже я, чеченец, был бы, представляешь, вот вы, ингуши, вы настрадались, у вас столько горя в вашей жизни было. И я бы вот сидел бы над вами, насмехался бы, и на вас пальцы указывал бы. И я вам говорил бы эти обидные слова. Как это вы бы воспринимали? Вам это не было бы обидно? Вам это не было бы... Я не знаю, вот это, я не говорю, вы налично, я именно от себя, не от чеченского народа, я вещаю не от чеченского народа, я вещаю от себя. Я этого не могу понять. Многие, наверное, тоже не хотят это понять, лучше оставить их. Вот так, как я раньше тоже, это моя большая ошибка была, когда в 18 году вы возбудились, когда вы бегали, вот тогда надо было вас об этом вещать, об этом говорить, кричать, и вас ставить на место. Вот я тоже забурился, да, это видел, это все, это было неприятно видеть, слышать. Сколько вы наговорили-то, ваши братья ингуши, что я не имею морального, ни этического, никакого вот это, что говорить, что вы мои братья. Для меня, именно лично для меня, не для чеченцев, многие вас любят, вы считаете братьями, они мусульмане, они истинные мусульмане, так как вы тоже мусульмане. Вот, я просто от себя говорю. Я тоже представитель этого народа, и я, к сожалению, могу констатировать, что я очень разочарован вами, ингушами. Вы же это потом скажете, это не мы, это какая-то кучка маргиналов, вот это. Ну вы же это все, вот это проглатываете, все это видите, все это поддерживаете. Знаете, сколько вы роликов
вот этот, сколько вы комментариев пишете под этим, сотнями. Там бывает про ингушей ролик, 2000 там нету просмотров, уже 600-700 там комментарии, у вас ингуши, это вообще как это? Это 100 тысячный ролик может получить столько комментариев. У вас это так, понимаете, для меня тоже, я тоже, бывает иногда 500 комментариев, там 5000 нету роликов, 500 комментариев, там 250, 300, я тоже набираю очень хороший комментарий, но это вы от злости, от ненависти к нам, чеченцы, пишут всякие-то хрень. И я, конечно, я не могу вас понять. Я просто, почему я только говорю про вас, товарищи мужчины, потому что я с этими мужчинами был связан всю свою жизнь, и со школьных скамей, со школьных скамеек до сейчас. Меня окружают везде одни мужчины. У вас же страдания, Азран бомбили, у вас же вы пережили 2 ингушские войны, у вас же очень много страданий, вы же по всему Европе больше, чем чеченцев вы находитесь. Даже в маленьком городе Ницце во Франции целая община ингушей, целая община. В нашем городе сколько вы? Везде вы, куда ни смотри, ингуш. Чеченцев нет. Раньше они были, а сейчас их нет. Вот ингушей-то, ингуши, ну пусть приезжают, мне они жалкие, это не мои деньги, я за это не плачу, мне это пофиг. Ну вот люди приехали, понятно, приезжают, ой, мы бедные жители из Грозного, вот это, то, все, нас преследуют, нас это, Кадырович, кровопийцы нас преследуют, хорошо приехали, сдались под чеченцев, все, документы получили, это деньги получаете. А потом вдруг, когда паспорт бельгийский, французский, английский, немецкий получаете, сразу как меняется, как это, оборотни, меняете свою вот внешнюю оболочку, мы ингуши. И начинаете, знаете, некрасивые игры. Мы, чеченцы, конечно, с вами общаемся, приходится, потому что мы же не будем вас игнорировать этими арабами, американцами, турками общаться. Конечно, вы ближе, чем они. И мы стараемся, конечно. Вы тоже, немало хороших парней, я тоже видал. Правда, в моем городе ни одного приличного мужа я не встречал, но я знаю, что они существуют на этой земле. И я рад, даже вот этим блогером Артемом в Грозный приехал, вот это Алихан, ингушский парень. Правда, он ничего там не видел, просто, знаете, живя рядом, вот, постоянно на одном языке говорят, приехал в Грозный, просто, да, вы в интернете видите всякие вот ролики. Если я там жил бы, я бы 100% приехал в ваши Ингушетию еще снова. Я хотя там находился, я там ранней ночи провел, но я приехал просто своими глазами все это увидеть, все это посмотреть на это. Вот это тоже ингуш. Вот никогда они говорят, я купил бы квартиру в Грозном. Вот вы 60-70 лет там жили, составив Чечен Ингушетии. В Грозном это жили, все это нормально было. Сейчас нет. Кабарды я бы купил бы квартиру. Я чеченец, представляешь, я вот это одно хватало бы послать его черта и с ним больше не общаться. А я продолжаю общаться. И вот он говорит, никогда не... Он родился в Грозном, вот там в Грозном, когда он умирал, 6-месячным, 8-месячным, родился инкубатором в Грозной какой-то поликлинике находился, когда он родился. Он может, его вторая жизнь в Грозном, вот это, он умирал, Азран с Московской улицы его взяли и поместили инкубатор в Грозном какой-то больнице.
И вот он, вторая жизнь у него с Грозного началась. Вот даже зная, что он, вторая жизнь его в Грозном, и то он, знаешь, я в Кабарде бы купил по квартире. Вот. А если в Владикавказе, Кабарде, вот. В Чечне нет. Вот вы такие. Поэтому я не питаю никаких иллюзий насчет вас. Знаете, вы в своем праве, вот любить чеченца, не любить, любить грузину, не любить, любить осетину, не любить это осетин. Вы в своем праве, но не надо вот это фальшиво, вот эти, ваши вот эти лозунги, не надо. Это для таких, для чеченцев лозунги. В своем, вот, что хотите говорить, что хоть своих, вот это, все нормально, молодцы, вот это, пальцы веером, пальцы вперед. Вот вы же, когда вы мне возмущенный, почему вы не пишете своим этим ингушам возмущенный комментарий? Почему это Руслан Бузуртан, я читал все, никогда ни один ингуш под него только чеченец. Ни один ингуш не пишет возвращенный комментарий. Почему ты, Руслан Бузуртану, козел, пишешь, говоришь такое про наших братьев чеченцев? Нет. Потому что он ваш ингуш, у вас ингушское братство. У вас, я не могу понять, конечно, какой-то вот странный у вас вот это, какой-то странный в каком-то преступном сговоре с друг другом. Вот это я, поэтому я вещаю с страниц интернета про вас на весь мир и буду вещать. К сожалению, это не профессиональная деятельность. Я не блогер, я не писатель. Я писатель, но не журналист. И я не могу бесконечно про вас вещать. Скоро нет желания про вас говорить. Я даже хочу это прекратить. Нет вот это желания. Но также нельзя, дорогие мои братья. Нельзя фальшивать. Знаете, мы такие, это такие. Да, вы великий народ, мы признаем это. Очень великий. Я под микроскопом, вот это, под лупой смотрел учебники, во всех учебниках, которые у меня есть, где это написано про это ингушей. Может, я ошибался, может, я это мимо ушей пропустил, может, я нехорошо учился в школе, может, действительно они правы, может, у них великая история, великий народ, как это монголы, как это персы, как это Османская империя. Может, я это пропустил, может, я это все проспал. Я под лупой, я сейчас смотрю везде, нигде про вас ничего нет. Почему я должен слушать вас, каких-то подонков, и считать ваше мнение? Нет, я не должен. И если у вас есть что-то, у вас есть, вот покажите. Не эти вот эти фальшивые, вот эти состряпанные, вот это то сказать, это то сказать. Нет, документы, архивы, вот это, мы вот так. Документы Советского Союза и Российской Федерации. Вот то, что есть, СССР был, Российская империя правопреемником, Российская Федерация есть правопреемник Советского Союза, то, что вот это сейчас по-хорошему, вот Советский Союз и Россия, вот что есть, то, что было Российская империя, Монгольская ига, Тамерланов, это нам не касается, это не юридический документ, это история. История, она, знаете, она не юридический закон, не юридическое право. Мы не можем, вот то, что Чечен-Ингушетия была, да, это юридический факт. 1934 по 1991 год, да. Ингушская область была, да. Чеченская автономная область была, да. Чеченская автономия была, да. Ингушская автономия была, да. Там есть карты, там есть все. Вот поэтому, вот так. А вы, ингуши, очень хитрые. И какие-то вот это калканская история. Дзурзу, Тистинцы, вот туда, вы, с Юридической площади идет какие-то фантазии ваши, у вас сказочки, армейские сказки у вас, и я не понимаю этих чеченских историй, вот я даже не историк, да, я вот, как это, они не могут понять, что вот они специально вас, вы, ингуши,
вот эти старинные истории, вот какие-то века, какие-то непонятно, вот это какая-то история, какая-то проститут, какой-то наркоман что-то сказал, вот это какая-то уборщика царская, вот это, как это, прислуга, это то офицер какой-то, и вот это не история, это как мое мнение, я сегодня вам говорю, что я думаю о вас, точно так же другие тогда в те времена имели точно такое же время. Да, Толстой это мнение очень компетентное мнение. Пушкин это компетентно, Лермонтов компетентно. Вот они про нас же говорили, про вас, ингуши, они нигде ничего, они истории про вас, они оставили ни одной строчки, что вы... Они же написали, потому что есть чеченский народ, их братья, ингушский великий народ. Они написали бы, но никто из этих величайших поэтов, писателей, никто про вас ничего не написал. Вам это грузинские сказочки, где ни одного слова ингуш нету. Есть какое-то общее понятие, вы вот под это понятие, вот кистинцы это мы, это значит, Чечни не было, это мы были ингуши полностью, вот это. Потом говорит, нет, это мы это все оставили, оттуда ушли сюда, и вы, чеченцы, заселили эти земли. Да, это смешно. Да. Ох, какие у вас фантазии, какие у вас извращенные фантазии. Вот по этим комментариям, которые вы мне пишете, вот я просто читаю их, я хочу иногда отвечать, потом не будет, думаю, это великая честь для людей, крохоборов, подлецов, чтобы я отвечал на них. И вот это, они красивые вещи. Я не знаю, неужели нет справедливости на этой земле, я не знаю. Неужели, как это? Я рос в других традициях, других обычаях. И мне очень сложно понять, даже, знаешь, я европейский и западный человек, и то я, какие-то у меня есть рамки, какие-то есть понятия. Вы живете эти Кавказы, эти кавказские обычаи, даже нет у вас ингуши ничего, хотя бы есть Кавказ, какие-то нравственные ориентиры. Их у вас нет. Вы с нами жили, мы вас научили, как, что. И это вы потеряли, это богатство. Вот свободное плавание, 30 лет вам. Вы представляете, как вы и состоялись, как вы не состоялись как народ. Это видно, потому что это видно невооруженным глазом. Ваши понты, знаете, я понимаю, у вас был бы Дубай, Азран, Абу-Даби, Дубай, Эмираты там, небоскребы там, вот я понимал бы ваши пальцы вверх. А так я же даже в Google открою карту мап, и я увижу ваш Азран и село. Знаете, это со стороны это очень некрасиво смотрится. И мало того, вместо того, чтобы не поднимать этот шум, не вот это, чтобы люди лишний раз на вас, они глазели, ваши эти полости, они раскрывают, вместо того, чтобы тряпочку молчат, вы так разошлись. Одно радует, что интернет вы великие воины, великие мастера, великие ингушети. Вот на деле вы по этим Азрана пройдете, это Мамагас, селу, 13 тысяч человек там они проживают. По гражданским меркам, один гражданский район, этот ваш Магаз. У нас их 6 микрорайонов. Десятков городков Иваново, Катаяма, Ташкала, их много городков, и ваши масштабы очень смешны. И опять вместо того, что я, наоборот, знаете,
какая-то злость у вас существует в ваших сердцах. Вот у меня очень большая злость, что вы очень подвели нас, чеченцев. Знаете, это мы умирали, вы в своих селах, городах. Когда вы по телеку смотрели, мы это страдали, мы это переносили на своих. Это мы пережили. Это у нас этого это хэппи-энда не было. Вы мужчины, специфический народ, конечно. Не стоит, наверное, напрягаться насчет этого. Вот, даже если вы смотрели чеченские эти песни, музыка, поэты, барды, композиторы, вау, вот эти танцевальные коллективы наши чеченские. Очень впечатляют. Молодцы, ребят, молодцы. А вы, не знаю, зависть это или, не знаю, что-то у вас против нас. Скорее всего, вам не нравится, вам нравилось, когда мы страдали, когда это в войнах умирали, и вам было очень хорошая возможность захватить наши земли, наши вот эти все. И вам это нравится. И гуманитарки на беженцев вы очень неплохо доставалось вам все вот это, и деньги можно было с федерального центра обивать. Неплохо, да, беженцев были, но не забывайте, половина этих беженцев были ваши ингушские жители города Грозного, 80-90 тысяч человек мужчин было. Это который в Северной Осетии тоже с пригородом в 92 году, когда начался этот конфликт, тоже сразу в Грозный прибежали все. Их было очень много. Даже я учился, СПТУ номер, не буду говорить. И вот там тоже они, ваши ингуши, а не забывайте, в Чечне живут не только чеченцы жили. Русские-то уехали все русскоязычные. И очень много ингушей там оставалось. И утверждать, что мы чеченцев, нет, это неправда. Неправда. Ваш президент Зязиков об этом говорил, что вы, как вы чтобы деньги себе присваивать, как вы вместо 700 миллионов, вы 8 миллиардов деньги вот на беженцев вот сделали. Они, может быть, там 20-30 тысяч у вас жило, там не жило 250 тысяч человек. Знаете, 250, сколько палаток надо? Потому что вы мужчины, вы можете представить себе, сколько это 250 тысяч человек палаток надо? Вы это не представляете? Я это представляю. Это целый город Грозный, 380 квадратных километров. У вашей Ингушетии даже этот город Грозный, они поместятся. Так что не надо говорить, там 2-3 этих палаточных лагеря, это они 250 тысяч человек. Вот вы вот деньги вот так и крали, вот так и себе присваивали все. И вы еще имеете наглость нам вот это бросать в лицо, что мы вас принимали, мы вас, беженцы, вот это. Знаете, а мы же тоже принимали вас, и мужчин. Мы же молчим, 70 лет вы на наших вот этих горбах. Мы вас приютили, вы же в состав к нам вошли, не мы к вам. Вы же Осетии вас выгнали, и вы пришли к нам. Некуда идти, пришли к нам. Мы вас приняли, хотя наверное, многие не хотели этого. А что мы сделаем? Нас же не спрашивали. Вы очень неплохо жили в Чечне, в Ингушетии. Очень неплохо. В должностях. Все у вас был шик пить. И в столице вы жили, вели культурный образ жизни. В супермаркеты ходили, по этой набережной Сунжи.
влюбленные парни с девушками там ходили, гуляли. А мы, чеченцы, многие в сельских поселках, Шали, Ведено, Нажаюрт, Урус-Мартан, Ачха-Мартан, Шелковская, Натеречная. Мы вот там жили все. А вы, ингуши, как с русскими, жили в городе Грозном. Ну, знаете, это я почему говорю, потому что вы же какую-то мелочную вещь сразу нам бросаете в глаза. Мы это вас, это то. Нет, мы тоже. Вы не забывайте, что 60-70 лет вы жили в состав нашей чеченской, Чечен-Ингушской ССР. Вы вошли к нам в состав. В нашем городе Грозном вы жили, в квартире-то получали. Вы, муж, получали квартиру, наша один чеченская семья его не получит. Вы понимаете, о чем я? У вас там 50 тысяч человек или 20 тысяч. Значит, 20 тысяч квартир недополучат чеченские семьи. Вы рабочие места заняли. Вы заняли эти квартиры. И если вас не было бы, конечно, естественно, там жили бы чеченцы. Эти места занимали бы чеченцы, рабочие места. Вот так это, понимаете? Это вам кажется, это вам полнеет, вы к нам не касались. У вас была автономная область Ингушская, вы к нам отношений не имели. Вот это людей, вот этих, я не понимаю, вот быстро вот свое вы забыли, напрочь забыли. Чечен-ингуши это вы забыли и не хотите вспоминать. Это понятно, почему вы не хотите вспоминать. Потому что вы-то там год этих беженцев, и то это 20, 30, 40 тысяч человек, вы 250 тысяч, мы вас кормили годами. Вот это хотите. А 70 лет мы вас кормили, ингушей. На нашей чеченской земле, в нашем городе Грозном. Это не хотите. Об этом и не хотите говорить. Знаете, я так думаю, что не стоит вот этих усилий того, кому это объяснять. Люди, кому это объяснять. Чарльз Диккенсон, вы, скорее всего, они читали. Про Оливера Твиста вы не знаете. Джерема Селлинджера вы не читали «Над пропастью воржи». Франсуа Саган вы не читали «Немножко солнца холодной воде». Харпер Ли «Убить пересмешника» вы не читали. Вы, короче, жизнь знаете. У вас только свое, ваши башни, ваш ингушский флаг, ваш ингушский гимн. И пусть все вот не несут другого народа, кроме вас, Ингушетина Кавказ. Вы самые мужественные, вы самые благородные, вы самые воинственные. Я не видел, я не слышал, я не читал учебники истории, когда шли эти великие Кавказские войны. Что-то у вас, ваши имен там нет, нигде это они зафиксированы. Вы в этих горах где-то там, я не знаю, что вы там занимались. Скорее всего, это башни фиктивно строили, презентативные, что себе вот это, когда вы обустраивались, вы себе дома строили, чеченцы умирали за эту свободу. Вам нас не унизить. Вы знаете, это не тот уровень. Поэтому вот я хочу донести до вас это. И я в своем праве это говорить, да хотя я чеченец, но я не от всего чеченского народа, я от себя. Вот я вот так считаю, потому что я там имею право. Вот если вам нужно, я имена буду называть, я буду эту историю рассказывать. Все эти подноготы, вот зачем это же? Они большая стирка, это же не пусть говорят. Зачем мне это все это рассказывать? Если нам нужно, мы это будем. Вот у меня очень много роликов, где это подробно описывается. Смысла нет в каждом ролике повторяться, все вам это доводить до сведений. Я так думаю, если был бы, я вам премию Гиннесса, вот
книгу Гиннесса вас занес бы как самый лицемерный народ на земле. Вот это, да. Лицемерие к вам к лицу. Честное слово, к лицу оно. Лицу к вам. Вам не стыдно кабардинцы, осетины, даже я ночи головой, я це є. Головой была, ночи была, сюли была, осетинич была. Не знаю, какой должно быть я. Даже перед осетиной мне было бы стыдно говорить, что чеченцы нехорошие, чеченцы вот такие. Вот, а у вас этого нет. А вы наоборот этим осетинам ровно дышите. И вот чеченцы, да, плохие, очень хорошие люди, очень хорошие. А потом делают вид, вот сидите вот специально, заходит, как будто бы ничего нет, как будто бы несут все вот это антиоголтели ингушской пропаганды, это истерия ингушская. И как будто бы ничего нет. О чем ты? А что ты? Мы очень не братья. Да, мы братья. Вы мне, а не братья. Надеюсь, чеченцев вы не будете брать. Знаете, вы в колхозах, этих совхозах, этих отсталых вот кишлаках будете. Вот живите дальше. Мы будем процветать, вы будете вот это, конечно, скорее это зависть ставить. Ваша молодежь не порядке, ваши старики не порядке, ваши эти туристические, вот эти, как это, эмигранты, туристические эмигранты, которые приехали из Европы, Америки на эти заработки, тоже не порядке. Я не знаю, к кому обратиться. Ваш должно же быть. У нас сейчас, знаете, все молодежь учится в школах. Да, в свое вот это, но они лезут к вам. Это ребята, школьники не лезут, вот что-то не пишут, что-то гадость не сочиняют. Просто мы отвечаем вам. Конечно, если мы не будем отвечать, вам это покажется очень легкой добычей, а вы будете еще там изощряться в ваших этих нехороших вещах. Знаете, для меня очень важно, я уже, для себя я уже, вот в шате, это очень странно, что всю жизнь, как это ошибиться, как это осознать свою ошибку, вот как это очень странно. Всю жизнь ты думаешь одно, а потом оказывается другое. Я очень пытал надежду на вас, ингуши. Как тыл, как, не знаю, все равно никогда не бывает брать лишним. Их 100, 200. Было бы очень здорово, если бы не было вот это. Сейчас, мне кажется, никогда мы не будем прежним. Никогда мы не будем прежним, потому что очень много всего произошло между нами. В вашем старании, ингуши, мы-то только сейчас, в 2018 году, как вы начали бегать по этим площадям, оскорблять нас, чеченцев, вы выдуманные эти страдания ваши. Потом вам это понравилось, что вас стали все жалеть. И вот эти жертвы, постоянные жертвы, изнасилованы. Кто вас насилует, вот это непонятно. Кто на вас зарится, тоже непонятно. Жертва на насилие, как жертва насилия, постоянно плачет. Вот до вас никому дела нет, тем более чеченцев. До вас дела нет. Приятно всегда, где-то на улице встретишь своего человека, все равно это же поднимает настроение. Это какой-то, не знаю, своеобразная радость. Сейчас отключится, скорее всего, мое телевидение. Давай я немножко. Но такие дела. Вместо того, чтобы радовать, наслаждаться жизнью, вот твой вопль такой
очень просто для себя путь. Становление государства, строение государства – это очень сложный путь. Очень сложно это. А вы хотите по легкой дорожке, просто присваивая все чужое. Вот. Вы же не можете, наш Чеченская область существует 23-го, по-моему, 22 или 23-го, 1923 года. Нас создали раньше, чем вас, ингуши. Вы в 1934 году свою национальную вот эту автономию потеряли от сосредоточения учить. А потом вы в 91 году вышли, в 92 году создали свою ингушскую республику. У вас очень тернистый путь. Мы-то чеченцы, понятно, у нас до этого арабский язык был язык, потом был латинское, потому что в Грозном было реально училище. Там писатель, поэты, все учились. И почему этот чеченский язык, вот это не знаю, у вас где Кавказ, наверное, был реально учиться, но оно не ваше, это было осетинское. И вот язык у нас это очень давно все создан, все это же, а не сейчас. А сейчас ваше утверждение, мне просто непонятно, конечно. Я не могу никак понять вас. Вот Ингуш пишет, о, это вы наш язык украли, это вы вот это то, что мы крали, я не пойму. Что мы украли у вас, ингуши? Если у вас его не было, как оно может быть? А потом спешки вот сейчас. Самое интересное, это телевидение ингушей, вот участвовал в вот этом ихнем вот это, кто-то там какой-то сумасшедший что-то скажет и сразу штампует. Все, этот Калиматов, это ваш спонсор, вот как этот, миллиардер вот этот, тоже. Этот все на благо ты мужчин. Но это плохого там ничего нет. Но зачем за счет чеченцев себе возвращать? Вот это я не пойму. Вот сами не можете возвращать. Вот везде вот дечик пандур. Это наш национальный инструмент. Нет, потом вы поймете, что это везде во всех видео оно находится. И нет, это наш национальный. А где ваши эти мастера, где ваши эти конзулчиш? Где они у вас? Нет их. Говорить-то я тоже могу все что угодно. Я тоже могу говорить. Это несерьезный ваш разговор, честное слово, достали. Как их ненавижу, вот несерьезный человек, взрослый человек сидит, вот грязные слова эти пишет, вот это, какие это должно быть. И главное, про мать пишет. Вот это я, ингуши, вас не могу понять. Вот я никогда бы про мать кому-то писать, для меня это вообще. Потому что я сразу вспоминаю свою мать. Вот вы своих матерей вот так осылаете, вы своих матерей на этот хер сажаете. Вот это я не пойму. Почему вы это пишете другим людям? Вот это какое-то извращение у вас. Конечно, у вас нет наших традиций, нет у вас наших обычаев. Мы не такие, у нас нет этих подлостей, наших обычаев, наших традиций. Когда вы жили с нами, вы были порядочными людьми. А сейчас вы в свободном плавании, и не дай Бог, хорошо, что я не такой же, наверное, верующий человек, как подобает мусульману. Я рад, я благодарю Господа Бога, Аллаха, что я не ингуш. Честное слово, я рад этому. Представляете, как я себя чувствовал, как бы себя чувствовал бы, если я был бы ингушом, и вот эта грязь, вот это я не пойму вообще. Тут разговоры о достоинстве чести, там, по-моему, рядом не ходили. У вас только деньги, у вас только бизнес, у вас только квартиры, у вас только вот такой вот
материально вот это. Вы за свою свободу не проливали ни капельку крови, вы за свою свободу просто так другие народы веками за это боролись и получили эти свои национальное образование, а вы, друзья, с этими властями, очень слабо, очень просто. Чеченцы вам создали вот эту Ингушскую республику, это Руслан Хасбулатов, этот Джахар Удаев вам дали земли. И вы этих ичкеринцев любите очень сильно. Вы только братья ичкеринцам, чеченцев вы не братья, только ичкеринцы. У вас какой-то особый род ичкеринцы. Вы разделяете нас, чеченцев, на разные категории. Чеченоговорящие, кадыровцы, ишкеринцы, чеченцы, нахчинцы, чачанцы. У вас очень много категорий к нам. Как бы ни звучало это имя, чеченцы, это гордое имя, это высокое имя. На весь мир это имя ваше, что бы вы ни сочиняли, оно, знаете, не тот уровень. Так что я могу понять ваши страдания, ваши муки. Когда все легко, тайны не бывает. Это не бывает это все. Не бывает это уважение, не бывает это почтение. Интернет громко заявляет, это есть ваши... Ой, я не знаю, что я говорю. Ой, устали. От вас, дорогие товарищи, устали говорить. Я хочу про писателей, про вот рассказы. Что такое говорить, даже песни чеченские старые вам показывают. Но, знаете, не знаю, может действительно вот этот пару роликов про это Базуртана выпустить и оставить вас в покое. Мне вас не переубедить, не переучить. Ваши матери, ваши отцы, ваши деды, бабушки вас должны этому. Это с детства прививается, это мои вот это нравственные ваши. Просто обидно, просто это, просто мой посыл то, что это не должно быть некрасиво между, даже некрасивые вещи. И со стороны это очень некрасиво. Вы, конечно, это не понимаете, думаете, смеется над нами, не надо, мы над вами будем смеяться. Как говны вы сидите, так будете сидеть. Мы это, знаете, не надо пальцы верю, не надо высокомерно на нас смотреть. У вас ничего нет. У вас ничего нет. Ни истории, ни культуры, ничего. Мы откроем учебник Лермонтова, Пушкина, который на Кавказе был, Толстой, который был, Староглобинская, Чеченская. Вот это все мы откроем. Нигде про вас ничего нет. Ваши подвиги нигде не зафиксированы, к сожалению. Или к радости, я не знаю. Представляете, зачем я испортил свое настроение сегодня, тоже не понятно. Вместо того, чтобы себе какой-то интересный фильм посмотреть, что-то такое, я сел снова с вами говорить, я не знаю. Ой. И радостные эти разговоры, конечно. Дорогие мои друзья, я хочу... Просто я сейчас вы заметили, в последнее время я стараюсь не так ярко высказываться насчет этих ингушей, потому что я уже устал, мне уже набридла эта тема.
по-украински. Достал эту тему. И вот они почему-то провоцируют меня на эти действия. Знаете, я просто, не потому что мне кто-то комментарий, нет, я на них даже не реагирую. Но вот бывает, вот они стараются, конечно, специально, наверное, делают специально, чтобы мы потом, они-то закинули, и про это никто не видит. А мы, все чеченцы, им отвечаем, и нас вот слушают другие народы, им для них это кажется странно, что мы нападаем, получается, нападаем на этих бедных ингушей, не несчастных ингушей, которые сами все это провоцируют, сами это все это, специально у них, скорее всего, какие-то люди специально настроены, вот это, чтобы таких, как я, возбуждать там, вот пишут десятки комментариев, этих нехороших комментариев, мы даже их, не успеваем их убирать, они пишут. Я сейчас в последнее время даже не стал на них внимания обращать. Специально это не делал, чтобы возбуждать нас, чтобы мы потом громко отвечали на их оскорбления. И потом получается, что мы, чеченцы, большой народ, обижаем бедных несчастных этих мужчин. Вот какие-то вот эти хитрые игры у них, какие-то непонятные непонятные движухи. Вот самим это я не знаю, как мусульмане, как это кавказец, как это в войнах вот так может себя вести. Не подобающий мужчин, не подобающий мужскому характеру. Я даже не могу все это рассказать, потому что то, что я вижу, то, что я наблюдаю, я же даже 50% не могу это рассказать, и то вы на меня набраться. Представь себе, я все бы вот сел бы, это была бы моя постоянная работа, я каждый день мониторил бы ваш ингушский сайт, и я все это рассказывал. Как вам бы это было? Приятно? Я же этого не делаю. Я просто хочу понять для себя. Вот мысль вслух, можно сказать. Я не повторять, удивлен очень вами. Очень удивлен. Но это будет логическое завершение этому всему, конечно. Вам уже нас не оскорбит, нас они не носят. Вот имейте в виду. Наша история, наши подвиги, наши достоинства вам не поколебать. Лучше бы вы нас оставили в покое, вы занялись по своим имуществам, этим колхозом занялись бы, строили бы себе дороги, я не знаю, эти заборы, эти дома, чем эти башни строить своим нуждающим людям, эти дома, квартиры, я не знаю, обустраиваться бы, и было бы от вас намного больше пользы и для вас, для вашего народа, и для вашей республики, мне так кажется. Пропаганда, вот пропаганда, да, можно заниматься, конечно, в интернете, это очень красиво, можно под любую обвертку это заворачивать, это громко об этом кричать, от этого ваши имущества не станет благополучным. Имейте это в виду. Вот у нас чеченцы совсем наоборот. Мы очень не кричим в интернете. Мы своими делами заняты. Все строим, все обустраиваем. У вас 46 населенных пунктов, у нас их 400. У нас, знаете, сколько населения? 2 миллиона, уже 2 миллиона населения. Город Грозный уже 400 тысяч. У нас очень много всего. И вам это непонятно, это масштабы Чечни, конечно, ваши имущества. И то мы справляемся, везде строим дороги, везде все мосты, все школы, все детские сады, мечеть, все везде благоустраиваем, все вот хватает на все это. Почему вы вместо того, чтобы занять свои имущества, лезете к нам, достаете нас, и в нас
специально нас провоцирует. От этого у вас Азране дом не построится. От этого улица чище не станет в вашем Агасе или в каком-то селе забор не выстроится. Лучше бы вы занялись бы созиданием, чем разрушением. Мне вот так кажется. Вы знаете, я-то о обидах могу сказать, мы не братья, мы не это, но все равно мы родственные народы, ближе нас друг другу никого нет на Кавказе. Обиды, конечно, это обиды, даже родному брату ты имеешь, родной сестре, отцу, матери ты можешь иметь обиду, но мы же верующие люди, мусульмане, мы должны прощать друг друга. Вот уже то, что там 2018 год, это уже закончилось, уже 2025 год. Можно было это все забыть. Это как вы забыли Осетии 1992 год. Точно так же можно было это листок страницы перечеркнуть, перевернуть и начать жизнь устраивать новую. Может, вы для нас были бы помощник, может, мы были бы для вас еще помощниками, может, что-то, я не знаю, какой-то единый порыв, мы какой-то, не знаю, наши предки же это же создавали, эти великие цивилизации, что-то должно было быть совместно, вот это, ну, вы нет, вы только хотите все свое, хотите все свое, вы хотите быть уникальным народом. Уникальность, она, знаете, она не берется с потока, она не придумывается, это в чатах, это в WhatsApp, это ТикТоке. Уникальность, она бывает, это веками, это, знаете, это не придумывается, это должно быть внутри человека. Вот у нас, я заметил, чеченцев очень много таких хороших качеств. Я рад, что у них они есть. Да, есть и плохие качества, но в основном весь народ, вот я, гость для нас вот это. У вас, да, в словах, на одних словах, у нас это очень много качеств. И я рад, что у вас этих качеств нет, потому что мы почему выстояли, почему мы все это пережили, это несчастье, потому что стойкость у нас есть, стойкость. У вас этого нет. У вас сразу какая-то мелочь, как маленький ребенок начинает, как в детском саду, это ныть, это истерить. Это не знаю я, чем это может закончиться. Я просто сижу, это они профессионально, это я не блогер, я не просто сижу, делюсь своими мыслями вслух. Может, это кому-то нравится, может, кому-то не нравится, но я так думаю, что, я не знаю, неужели нет справедливости на этой земле? Ну как можно так? Как можно дальше? Вот так, понимаешь? Я понимаю, когда трудности, когда вот у нас в Чечне были войны, вот это не было конца этим проблемам. Когда их нет, все нормально. Мы живем очень неплохо. И вот этого конца тоннеля, вот света в конце тоннеля, я не вижу этих гусей. Какой-то мрак, какая-то злоба, какая-то несправедливость, какая-то бесчеловечность, жестокость, ложь, лицемерие. Я просто Аллаха, вот, я благодарен, я очень много претензий к всему, но я благодарен нашему Создателю, что чеченцы, она вот не ингуша, а чеченцы. Вот это я буду радоваться, вот я теперь знаю себе цену, знаю, кто я такой. Пока я не хочу дальше говорить, пока с вами был одинокий Джейсон. Я просто это ночью, очень ночью это говорю. У меня в квартире иллюминации, все включено.
Весь мои соседи, наверное, думают, чем я там ночью занимаюсь. Микрофоны там, наушниках. У меня все стекло, везде все видят, чем я занят в квартире. Вот сейчас уже пора, наверное, заканчивать эти темы. Ох, я как-то-нибудь такое тут что-то творческое придумаю. Это я просто сегодня был этот разговор просто по душам, а так я, конечно, постараюсь следующий ролик какой-то смыслом там вот это снять. С вами был Одинокий Джейсон. Я желаю всем людям добра, мира и счастливого неба над головой. Пока-пока.